Добрый день, наши уважаемые юные телезрители! Вас приветствует телепередача «Азбука права», с помощью которой мы с вами будем изучать, что же такое право и для чего оно необходимо каждому гражданину. Наша азбука расскажет вам не только о правах, но и об обязанностях, научит правовой культуре и поможет воспитать в каждом из нас законопослушного и достойного гражданина. Меня зовут Аджамала Усмонова, и сегодняшнюю тему объявит наш виртуальный ведущий Акыл. Привет! Меня зовут Акыл, я виртуальный ведущий, и сегодня тема нашей передачи «Быть культурным – это модно». Очень часто в окружающем нас обществе в отношении кого-либо можно услышать следующие фразы: «Он культурный человек» или наоборот «никакого воспитания». Но у каждого человека свое понимание культуры. Для кого-то это хорошее образование, для кого-то примерное поведение дома, на улице или в любом общественном месте. Так что же такое культура? И как на самом деле выглядит цивилизованный, воспитанный и культурный человек? Мы решили найти ответы на эти вопросы. Это хорошее поведение, вежливость, со всеми хорошо разговаривать, не грубить, быть культурным человеком, не ругаться и хорошо себя вести. Лучше, конечно, учиться на пятерке. Культура – это как бы человек слушает своих родителей, слушает их правила, соблюдает правила, учится прилежно, хорошо и как бы он одевается всегда чисто, нормально и не ругается никогда в жизни. Вот это культура. Помогает всем это носить сумки. И еще он помогает строить, что-то мастерить. Если лампочка сломалась, то тоже может починить. Культура – это добрый человек, который может жить счастливо и может жить очень долго. Может быть, это которые друзья помогают ему стать лучше? Культура – это хорошее поведение, хорошее воспитание, вежливость, хорошее отношение к другим людям, соблюдение порядков, соблюдение Конституции и закона. Оно обозначает как бы хорошее отношение к людям, вежливость, доброта, чистоплотность, хорошее отношение к людям. Культура, это прошлое и будущее человека. Это как он чтит свои обычаи, это какое у него отношение к людям, общественные отношения. Умный, вежливый и, воспитанный. Культура – это уважение к родителям, это отношения в народе и отношения между людьми, это также воспитанность и уважение к окружающим. Как показал наш опрос, для многих культура – это в первую очередь правила поведения в обществе. А сейчас давайте перенесемся в далекое-далекое прошлое и вспомним, как зародилось понятие культура и что оно означало. А поможет нам в этом разобраться наш помощник. Слово «культура» произошло из латинского языка и означает развитие, воспитание, образование. В
Впервые это слово употребил древнеримский политик и писатель Марк Порций Катон-старший в 234-148 годах до нашей эры в своем произведении о земледелии. Римляне употребляли слово «культура» только в тех словосочетаниях, которые означали совершенствование или улучшение. Итак, подведем предварительный итог нашего поиска. Мы выяснили, что развитие, воспитание и образование являются главными составляющими культурного человека. Так что же еще делает нас культурными? Итак, культурный человек всегда вежлив и доброжелателен, уважительно относится ко всем людям, не использует нецензурную речь, бережно относится ко всему окружающему, не мусорит в общественных местах и почитает труд и стремление к хорошему. И сегодня в гости к нам пришли ребята, которым также стало интересно узнать, модно ли быть культурным человеком. Ребят, расскажите, считаете ли вы себя культурными людьми? Да. Насыкат, почему ты считаешь себя культурным человеком? Потому что я уважаю старших. Угу. И хорошо себя ведешь, да? Угу. Самат, а почему ты считаешь себя культурным человеком? Потому что пятерки получаю, хорошо читаю, то еще, если там, например, карандаш упал, я всегда поднимаю. Не оставляешь, да? Поднимаешь. Угу. Например, после ЕЗО еще бумагу выбрасываю в мусор. Угу. Какие же вы у нас молодцы. Действительно, культурным быть очень важно. К тому же у культурного человека по сравнению с бескультурным имеется масса преимуществ, о которых прямо сейчас нам расскажет друг Акыл. Запомните, перед культурным человеком открыты все пути в жизни. Он будет легко находить общий язык с другими людьми. Культурного человека всегда будут уважать и ценить в любом обществе. Ну, как бы все культурные, и нет ни одного злого человека. В Кыргызстане-то наша страна была бы лучше всех. Вежливые, все здороваются, друг другу помогают, никому не грубят, все дружелюбные, добрые. Преступности в городе не будет. Наша страна будет сначала чистой, красивой, и она будет самым лучшим городом, потому что все люди будут общаться мирно, они не будут никаких драк, никаких скандалов, и все будет процветать, все будет чисто, они не будут в жизни не ругаться, не говорить правду, и они будут учиться прилежно, и они будут самыми лучшими. Но никто не говорит плохие слова, не обижает всех, не говорит: «Эй, давай у тебя спешу». Все были добрыми и честными, никогда не говорили обман. Если человек не должен ограбить ничего, тогда он станет культурным. Депутаты бы работали честно, порядок был хороший, все бы уважали друг друга в Кыргызстане, мы бы развились. Культурный человек должен не только быть культурным, но еще должен учить других культурой. У нас бы не было бы грязи, у нас бы весь мусор кидали в мусорку, а не куда-то. Они бы все знали свой родной язык кыргызский. Все бы воспитанные были, и не было бы ни войн, ни ссор. Все бы стали хорошими людьми, уважали друг друга и любили. На улице никто друг друга не бил, не толкал и все такое. Каждый должен внести какой-то свой вклад, и каждый должен хотя бы не мусорить и хотя бы уважать своих окружающих людей. Возможно, что за границей многие люди пытались бы приехать к нам и научиться у нас чему-нибудь. Теперь вы можете представить себе, насколько хорошо и модно быть культурным человеком. Тем более это не так-то и сложно. Достаточно соблюдать самые простые правила поведения в обществе. Ну а на этом у нас все. Но мы с вами ни в коем случае не прощаемся. В следующих наших выпусках мы продолжим с вами изучать все самое интересное о наших с вами правах и обязанностях. Мы с детьми с вами прощаемся и хотим вам сказать, чтобы вы не забывали изучать право с детства. Пока-пока!